представителя всего у нас было на чемпионате мира, судьи, лицензированные ИФМы. Расскажи, пожалуйста, вот об этом чемпионате, как ты туда попал, как приехал, как приглашали тебя, поэтапно все. Да, ну как знаете, у нас два международных судей, это Бахчан и я, получается, нас уже как бы ИФМА, там Международная федерация Муай-Тай, нас всегда вызывают на турниры, не только на чемпионаты мира, и разные чемпионаты Азии и еще другие соревнования. В этот раз получилось так, меня вызвали на морские игры CI Games как судью, рефери, и я, получается, вначале работал там, грубо говоря, а оттуда уже мы сразу прилетели в Абу-Даби на чемпионат мира, также обслуживать чемпионат мира. Ты уже не первый раз же участвуешь в чемпионатах, которые проводят именно эмиратцы. Расскажи о впечатлениях именно об этих мероприятиях. Да, Арабские Эмираты второй раз проводят турнир, первый у них был в 2019 году, это чемпионат Азии. Я также там был в качестве судьи. И в этот раз уже они провели чемпионат мира. Уровень у них очень хороший, высокий. В этот раз они вообще, ну, как бы показали уровень и обслуживания, и всего, да, турнира, можно сказать. Вот 3 ринга было, допустим. Во всех планах было очень хорошо. Даже нас, судьи, рефери, как бы расположили, как обычно, там все моменты, внимание было. Вот в последнее время, ну, я, например, как обыватель, болельщик, узнаю, что вводятся новые какие-то изменения в правила Муай-Тай, да, там. С чем они связаны? Вот, например, я узнал, что через ринг, например, мне Айдос в прошлый раз сказал, что через ринг нельзя перепрыгивать сейчас уже. Каждый спорт развивается, и с каждым развитием идут какие-то изменения в лучшую сторону. Допустим, это все ведется к Олимпийским играм, мы прошли признание, как вы знаете, и поэтому по олимпийским меркам мы должны соответствовать вот этим стандартам олимпийским. Раньше, допустим, мы дрались 4 раунда, когда мы сами дрались, сейчас уже идет 3 раунда, да, допустим, по олимпийским меркам, это стандартом, можно сказать. Также вот это через ринг, чтобы не прыгали, заходят между рингами, вот как в боксе, вы знаете. Ну, уже как бы через ринг это, сами понимаете, немножко как бы... А проблема в чем? Через ринг или там? Это экономия времени? Для чего? Нет, это, я думаю, даже смотрится чуть-чуть некрасиво, когда запрыгивает спортсмен, это раз, еще плюс можно получить травму. Были случаи, когда спортсмен через канат перепрыгивая, подскальзывался и падал на руку или на ногу и подворачивал. Прям перед боем были такие случаи, я сам лично видел. Просто ломал себе руку или ногу. Некоторые судьи в ринге, они очень быстро останавливают, не дают работать в клинче. То есть с чем это связано? Или все-таки бойцы имеют право отработать в клинче какое-то время? Там. Лимит у них есть какой-то? Лимит есть. Так, смотрите, лимит как бы, если активно клинч идет, лимита нету, можно работать хоть весь раунд клинч. Активный клинч это когда колени, там не просто обнялись, стоишь. Тогда работать даешь. Если вот бывает, там обнялись в клинч и нету работы, ты даешь им максимум 8 секунд на развитие атаки. Если нету развития, ты уже останавливаешь. Ну или же бывает такое, что ты видишь, что там не будет активных действий, ты можешь уже по своему сознанию, да, как бы остановить, разнять их. То, что некоторые останавливали, сами понимаете, много судей приезжают, которые хотят потихоньку свой опыт как бы на международный повысить, да. И приезжают немножко и делают ошибки. Даже мы делаем ошибки, да, мы как все-таки все люди можем ошибиться. В разгар боя там. Где-то что-то, да, эти моменты очень много, и поэтому эти моменты уже после турнира каждый день обсуждаются уже с жюри, с главными судьями, эти моменты все. Например, я заметил, что в финале фактически не исполнялся танец Вайкру полноценный. С чем это связано? Это тоже связано с переходом в Олимп? Нет, Вайкру или экономия времени просто? Никому как бы не запрещается. Если хочет спортсмен станцевать Вайкру, он может полноценно станцевать Вайкру. Единственное, это были те чемпионаты мира, где очень много было, когда были все и дети, и взрослые, много в один день, много, допустим, боев. В те дни сокращали именно Вайкру. Им говорили уже, Вайкру не делаешь, только вот круг сделали, руки пожали,
поклон и все. Вайкру не давали танцевать. Чисто из-за времени, временного цикла. На чемпионате можно было, да? Здесь вообще не было преград, танцевали кто хотел. Потому что заметил, почти... Многие не танцуют уже, да. Многие не танцуют. Ну, с другой стороны, сейчас будут вводить в в чемпионаты мира будут отдельно по вайкру, будет соревнование по вайкру. Уже будут также за зачет идти первое, второе, третье место. Реально ли, что этот танец сохранится как традиция перед боями, или все-таки он может уйти со временем? Yes, я думаю, все-таки сохранят этот как традиционный танец вайкру. Возможно, то, что я говорил, как отдельный этот вид, раздел будет соревнований, только вайкру, допустим, танцы. Возможно, уберут именно во время боев. Может быть, вероятность есть такая. Но в данный момент на этом чемпионате вообще никому не было запрета. Всех, кто хотел, мог станцевать. И не было проблем. Только из-за чисто временного цикла. Если очень много, говорю, боев, то уже сокращают время вайкру. Еще такой момент. У нас нашей команды коснулось вот, на чемпионате, когда подавали апелляцию. Как вообще проходит вот этот процесс, когда команда подает апелляцию, и что именно просматривают судьи, которые сидят и смотрят видео? На что они упадут, что они пересчитывают там? Чему приоритет отдается, каким там приемам? Да, я сам участвовал в протестах. Как бы, когда протест подается, уже бой рассматривают 5, допустим, номинированных судей. ITO мы говорим, это на английском ITO. Уже делается список, жюри делает 5, выбирает судей. Независимые, да, судьи, которые... Да, независимые, которые не относятся, допустим, дерется Таиланд, к примеру, Турция, я участвовал в этом именно. Таиланд-Турция был бой, я не видел этот бой. И меня номинировали, чтобы я просмотрел. У нас 5 судей, мы не знали, кто выиграл этот бой, нам не сказали, просто сказали на бумаге, кто победу взял. Да, и мы, короче, получается, посмотрели по видео повтору, 5 судей дали свои оценки, отдали главному жюри. Главный жюри у нас спросил у каждого мнение по бою, там по замечаниям были и вообще по всему бою. После он нам говорит, результат был такой. Отдали, допустим, выиграл Таиланд, но протест дали Турция. И получается, все голоса также отдали Таиланд, что Таиланд выиграл. И этот протест не удовлетворили, так и оставили. Сегодня в Муай-Тай приоритет какой тактики дает? С каким ударом? Руками, ногами, коленями, локтями? Что в приоритете сегодня? Всегда это было. И раньше, и до нас, да, можно сказать, когда мы дрались, и даже сейчас, приоритет это в первую очередь муай-тай. Работа муай-тай, это значит и руки, и ноги, и локти, и колени, и клинч. Вот то, что кто-то клинч не дает, там, допустим, вы говорите. В первую очередь муай-тай и активные действия. В тайском боксе вообще не любят, когда, грубо говоря, бегают, да, соперник, когда бегает. Это, там, допустим, в боксе есть такой второй номер, он там, это да, считается для него, да, это техника егошняя, и это приоритет. А в тайском боксе, наоборот, как бы... Это минус? Не то, что минус, да, но лучше уже активные действия, когда ты активно идешь вперед, вот это зрелище, тайский бокс, что вот именно дрались, да, грубо говоря. И муай-тай, то, что ноги, это всегда приоритет были, колени, локти. Все по-старому, ноги побеждают. Все по-старому, да. Руки считают, но тем не менее муай-тай надо смотреть. Вот то, что нам всегда говорят. Бывает, вот два соперника вышли, они на руках оба хорошие. Например, оба дерутся прям не убегая, да? А кто-то лучше в технике муай-тай, там колени, локти где-то в клинче. Соответственно, кто выигрывает? У кого больше уже приоритет муай-тай, к примеру. Там уже вроде бы не видно, но это нам, да, кто боковые... Совокупность и жесткость ударов обязательно. То, что там легкий контакт не пойдет. Обязательно жесткие акцентированные удары, которые чувствительные. Конечно, зритель, который не знает, он думает, что победил другой соперник, а хотя мы боковые судьи, и кто давно в тайском боксе, он понимает. Даже сами спортсмены это чувствуют, в основном, где выиграли, где проиграли. Ну, если мы заговорили о жесткости ударов, вот напрашивается еще один вопрос.
Как считается в муай-тай нокдаун? Как один удар или как в боксе 10-8 могут отдать? Обратно же, если, допустим, просто нокдаун и соперники дальше дерутся как бы, да, в равном бое, это идет как 1 балл и все. 10-8 никак не можем мы дать. А 10-8 у нас дается в том случае, вот есть бои, когда, это обычно 3-й раунд, когда уже соперник не хочет драться, убегает или не встает, никаких активных действий нету, тогда уже ему дается 10-8. Счет открывается, могут 2 расчета, да, не знаю, да, по бою обратно. Самое критичное это 3 раза, когда открывать счет. Самое критичное, если в одном раунде 3 раза уже бой остановят. Критично это вот так. А так, если бывает, даже нокдаун не открыли, но соперник уходит от боя, это вот было на этом чемпионате, то ему 10-8 могут поставить. И, соответственно, если он выигрывал 2 раунда, за счет 3-го раунда можно победу другому отдавать. Да, потому что там будет еще равный счет. И уже на табло будет загораться, кому вы отдаете победу. Соответственно, все отдают, это так положено, 3-й раунд, кто там лучше был. Первым номером работал. Да. Поэтому. Я понимаю, что я работал больше в времени как судья, как рефери. Удалось ли посмотреть какие-то бои казахстанских бойцов, оценить как-то их? Конечно, по возможности там. Как зритель. Как мы сидим, у нас свой, как бы свой этот был. Ложи? Да, трибуна, да, мы где сидели. И, соответственно, все уже бои мы видели, все 3 ринга, и по возможности могли смотреть. И удалось, в принципе, смотреть. Может, для себя отметил каких-то интересных бойцов, кто выделился, отличился на чемпионате? Показал ну, у нас, наши сборные... Или в целом можно даже. Наши сборные, я скажу, в принципе, все хорошо в этот раз показали себя. До финала дошли 9 человек, о чем говорит. Ну, поэтому в этот раз наша сборная показала хороший результат. Именно кого-то я сейчас не буду, там именно вот это лучше был. Все были, как бы, как сказать, выполнили свой план на то, что мы и планировали, да, как бы. Ну, из других бойцов тоже были хорошие. Сами знаете, Таиланд у нас был хороший. Бельгия мне понравился. 54 килограмм был. Он первым стал, кстати. А если по странам выделить, вот на твой взгляд, ну, какие бы страны выделил ребят, там, команды, которые выросли за эти несколько лет именно в профессиональном плане? Кто сейчас? Как считаешь? Арабские Эмираты, однозначно. И Марокко. Вот они в тройке были. Да. И ну, Иран, уже вот Иордания, допустим, все вот эти страны уже дают, да, где-то поддавливают. Очень даже, да. Турция очень хорошо набрали уже за эти годы, с каждым годом у них команда все мощнее получается, и я думаю, ну это годы тренировок и желания спортсменов в первую очередь, тренерское там свое, да, допустим, эти моменты, тренера хорошие, спортсмены, которые хотят как бы, ну, добиться чего-то. Турецкая сборная, она очень сильная и с каждым годом набирает. Это одна из сильных сборных.